Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вашему вниманию такую тему. Что происходит у него дома? Кто в его сердце? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, назовите его по имени. Что происходит у тебя дома? Кто в твоем сердце? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте посмотрим, что же происходит у мужчины загаданного, мужчины в доме. Что в его доме? Что у него в доме? Так, сразу скажу, скорее всего, вы загадали человека, который не ваш муж, не ваш партнер, а человека, либо вы в интернете с ним общаетесь, либо это ваш любовник, или между вами пауза сейчас. То есть совместного проживания здесь не вышло. Здесь есть мечта быть вместе, но обстоятельства, которые не позволяют вам сейчас соединиться. Если это не ваша история и вышеперечисленные варианты вам не подходят, то это гадание не ваше. Если вы загадали там на мужа, на жениха, на того, с кем вы вместе находитесь, да, это нет. Здесь расстояние, здесь человек вышел один. Один человек, который пытается навести мост с вами. Так, ну что, давайте по порядку. Смотрите, во-первых, человек, которого вы загадали, к вам очень хорошо относится. Человек думает о вас, а человек о вас мечтает, и человек просто-таки живет вами. Да? Вы воздух, вы еда, вы счастье этого человека, вы его энергетика. Что происходит у него дома? Дома тут трэш. Трэш в прямом смысле слова. Все очень жестко. Здесь... даже не знаю, как правильно сказать, он дома как будто бы загнанный зверь. Его там травят, его там гнобят, к нему там плохо относятся. И я не знаю, тут какой-то момент, может, его там чем-то не тем кормят даже. Вот такое идет. Здесь женщина, которая подносит ему что-то, еду, да, она ему подносит еду. Видите как? А в этой еде какая-то прям отрава идет, прям яд какой-то есть в этой еде. Я не буду говорить, что там какое-то отравление идет. Возможно, она дает ему испорченную еду. Возможно, она дает ему намагиченную еду. Возможно, там, я не знаю, тут в еде есть огонь. Огонь — это всегда знак того, что она для человека не полезна. Да? Нам же не полезно кушать огонь. Вот она ему что-то огонь дает все время, подносит. У него там есть человек, это, не знаю, взрослый ребенок, либо кто-то взрослый, да, взрослый человек, который, несмотря на то, что взрослый, самостоятельный, он как все время в позиции ты мне должен, ты должен там дать денег, позаботиться, сделать для меня 5-е, 10-е. То есть человек постоянно вопрошает что-то, да, прям не то, что вопрошает, он говорит, ты должен. Вот что хочешь делать, должен. И он уже не знает, на каком он мире. То есть всем он должен, к нему плохо относится, пренебрежение. Если он женат, то жена его просто там, не знаю, колет всеми возможными предметами, и там идет просто какой-то бесконечный поток брани в его сторону, проклятий, унижений, каких-то гадких, подлых слов, пожеланий каких-то даже, знаете, прям она его изничтожает, да, на ровном месте. Настолько плохо она к нему относится. Она как будто бы ему мстит за свою, там, не знаю, там, несчастливую жизнь, за то, что там молодость прошла, за то, что у него там сиськи обвисли, не знаю. То есть какие-то моменты такие тут, что она ему мстит. Он терпит, потому что он так воспитан, потому что так надо, и потому что он считает, что это его, скажем так, карма и долг. И еще дома слишком много у него, на нем, вернее, людей висит дома, слишком много. Он заботится как и о тех, кто рядом, так и о тех, кто далеко. И почему-то ему даже спасибо за это не говорят. Ему постоянно идет, ты должен. Он уже
и не знает, как это, когда ты никому ничего не должен. То есть, возможно, он чьи-то кредиты выплачивает, возможно, он там всех обеспечивает, возможно, он... Ну, тут даже не знаю. То есть человек, который живота своего, да, не щадит, и все он на семью, на близких, на своих, на чужих. То есть везде он урабатывается, да, плюс у него очень тяжелое сейчас состояние, потому что у него, скорее всего, проблема есть по деньгам. И знаете, вот этот человек, он может вообще вот уйти во все тяжкие. То есть он на грани, просто на грани сорвется и слетит с катушек. Да? Если человек не пил, он может запить. Если человек выпивал, то он может в запой уйти. Человек может просто, не знаю, там в лес сбежать, да, и стать отшельником. Настолько вот его уже задавили вот эти должен. Вы для него отдушина, вы для него счастье. Он вами любуется, он вами дышит, он вами наслаждается. И кто у него на сердце, конечно же, вы. Только лишь вы. Вот так вот правильно. Только лишь вы у него на сердце. Он мечтает с вами вот мостик создать. Но понимаете, вот видите сами, да, вот он, а вот вы. И вот мостик между вами. Ну смотрите, на этом мостике вот эта дама, которая там его кормит чем-то непонятным, она вот препятствия ставит на его путь. Просто препятствия, которые, ну, невозможно тут не обойти, не перелететь, ничего с ними сделать. Эта ситуация очень сложная. Я вижу, что вы тоже как бы... Вы его жалеете, вы многие знаете, как сложно ему живется и как ему тяжело, как в доме у него там какая тяжелая гнетущая атмосфера. И вы не понимаете, вы вот говорите, ну как, да? Ну как ты можешь на это идти, как ты можешь на это соглашаться? А у него такая жертвенность, прям жертвенность, скорее всего, это у него кармическая, это нужно, конечно, отдельно смотреть. Но мужчина вот такой, да. Знаете, он даже забыл, наверное, что такое хорошее обращение, что такое забота, когда о нем позаботятся, там, не знаю, там, кушать приготовят, там, рубашечку ему там погладят, трусики ему постирают. Он это забыл. Он не знает, что это. Вот даже вот так вот идет. Я не знаю, что это, он говорит. Я настолько страдаю, мне настолько плохо, но я должен. Я когда-то совершил эти ошибки, теперь я должен. То есть настолько вот его загнобили. Знаете, вот есть у него дети, да, например, но эти дети как будто бы его не любят, как будто бы они к нему относятся так, что типа, папа, давай денежку давай и типа проваливай на все 4 стороны. У вас, кстати, за спиной несколько женщин стоит, вот именно женщин, которые вам тоже про него говорят, что он там типа нехороший, плохой, он тебя не любит, он тебе не нужен. Вот эти женщины, они это делают, потому что они к вам хорошо относятся, потому что они хотят вас уберечь от каких-то неприятностей, от того, чтобы свое сердце разбили, да, потому что они видят, как вы страдаете по нему. Возможно, часто вы с этими женщинами обсуждаете свою личную жизнь, делитесь и говорите им, ну я не понимаю его, да, я не понимаю, как он живет, чем он живет, почему он на это все идет и почему он такой странный по отношению ко мне. Вот это все происходит. Так, мои дорогие, мужчину вашего нереально жалко, просто нереально жалко, и у него как бы сейчас вообще какие-то критические прям дни идут. Дома у него обострение, скорее всего, с его там женой, если он женат. Если он не женат, то там в доме у него куча проблем, связанных вот с денежкой. И у него в его жизни, вот где он там работает, тоже проблема. Кстати, возможно, он мог работу потерять, либо какие-то потери понести там по бизнесу в работе. Может быть, ну, то, на что он рассчитывал, да, ему не дается, он не получает. Мужчина сейчас в кризисе. И я не удивлюсь, что у многих мужчина действительно запил, либо вообще пропал и нигде не появляется. О нем ни слуху, ни духу, как говорится, нет. Магичат на него конкретно. Ну, тут опять же таки, да, и магия может быть, и психология. Вот я всегда говорю, да, что психология очень часто бывает намного круче, чем магия. Настолько сильно можно человека просто, ну, зазомбировать, что ли, да, навязать ему чужую волю. И просто таки даже уговорить человека на какие-то для него опасные, фатальные вещи. Вот у него так и происходит. Вот эта женщина, да, если он женат, то она себе думает так: я его живым никого не отдам. Прям вот не отдам, и все, мой и мой. Я сделаю все, да, вот землю грызть буду, да, но он счастливым не будет. Он типа ответит за все, что он там мою молодость попортил, там 5-е, 10-е, там, не знаю, Бентли мне не купил, что у него там за претензии к нему. И если у него
нет жены, есть мама, семья, то тут то же самое идет, да, возможно, даже такая мама, которая, ну, скажем так, не желает его ни с кем делить и понимает даже, что он может остаться одиноким, все равно она думает так, что, ну, дескать, сколько тут мне осталось, да, пусть он там рядом со мной лучше побудет. Хуже, если я там вообще одна останусь. Если есть дети, то дети только вот деньги просят, да, и причем его обижают. Этого человека мне вообще так идет, что его в последнее время очень много обижают. Какие-то гадкие слова в его сторону летят, претензии, угрозы даже могут быть. Вот прям как весь негатив сосредоточился на нем. Вот такая идет опасная ситуация. Между вами, скорее всего, сейчас вообще просто тишина, либо какое-то общение такое, знаете, сквозь зубы. Может, даже он вас избегает, потому что, девочки, когда он видит вас и понимает, что у него в жизни происходит, ему просто хочется расплакаться. Настолько ему тяжело. Знаете, вот прям ком к горлу подходит, да, и слезы на глаза наворачиваются. Он не может вам всего рассказать. И ему проще от вас отходить, ему проще там морозиться, ему проще там включать холодильник, чем рассказывать вам все, что есть на самом деле происходит в его жизни. Он считает, что он сам виноват в этой истории, он считает, что ему ее разгребать, выгребать и терпеть. Конкретных каких-то перемен он не собирается делать. На ближайшее будущее не ждите, он делать не будет. Любить он вас будет с каждым днем все сильнее и сильнее. Но любовь, она такая, знаете, вот мученическая какая-то у него идет, да. Типа на вашем мужчине, кстати, вот честно скажу, на нем какой-то грех висит. Грех вот совершенный именно в жизни. Что-то он совершил, может быть, по молодости, может быть, по глупости. Что-то он совершил. И вот я вот долго не могла понять, да, почему он вот все это терпит. Но вот этот знак кармы, да, он же не только знак кармы, но и знак греха, когда человек сам себе призывает эту карму. То есть он в чем-то очень сильно кается. И он считает, что сегодняшний его день, сегодняшние его неприятности по жизни — это расплата. Расплата за тот грех, который он совершил. В чем грех, он не показывает, но да, он терпит, он говорит, что да, надо рассчитаться. Я терплю, потому что заслужил, потому что я совершил дурное. Вот. Может быть, он и не религиозный человек, но тем не менее, вот он себя как будто бы вот этой жизнью за что-то наказывает. То есть я не могу быть любимой, потому что я себя за что-то наказываю. Я себе, извините, один бубенец отрезаю, да, потому что я себя за что-то наказываю. То есть вот такой момент у него происходит. За что-то он себя простить не может. Не может, и все. Что делать вам? Ну, по этим рисункам послушайте своих подруг, да, будьте более, скажем, такая живая, что ли, да, живите сегодняшним днем, завтрашним днем, но живите для себя. Для себя понятно, что мужчина нравится, понятно, что хочется быть с ним вместе, что жалко, многие знают историю вот эту грустную. Но еще раз говорю, девочки, это и у него в голове. Вот эта каша происходит у него в голове. Он лишь только может поставить там точку, отрезать всю эту вот гадкую семейку, да, и выйти на нормальный уровень жизни. Пока он этого не делает, вы ничем ему, к сожалению, не поможете. Вот такая происходит. Грустно, но я скажу вам так, что эта ситуация, она не будет вечной. Здесь этот ваш загаданный человек, он просто через боль пройдет. Жуткую боль он получит, он через нее пройдет, и жизнь его поменяется. Как его жизнь будет меняться, будем смотреть в других раскладах. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.